Медицина в коме становится доступнее для слабослышащих и глухих пациентов. Первым этапом в работе стала установка в больницах и поликлиниках дополнительного телефона с функцией приемки и отправки СМС. Теперь записаться на прием к врачу слабослышащие горожане могут с помощью одного только сообщения. Александра Головина расскажет подробнее. За этой сыктывкарской поликлиникой закреплено почти 150 тысяч человек. Это большая часть населения столицы республики. Нагрузка колоссальная. При этом каждый сотый пациент с тугоухостью. Создать комфортные условия для каждого, а еще максимально точно донести информацию о необходимом лечении. Это определяющая задача поликлиники. Сурдопереводчик не может быть и в поликлинике. У них же есть и судебные дела, и надо им там и в ЖКХ где-то разбираться, и все. Просто сурдопереводчикам не разорваться во многих местах. И вот из этого вот здесь как бы я немножко, хоть разгружаю работу. И все-таки действительно и регистратуре, и врачам быстрее, потому что сейчас же все-таки все по номеркам, все по талонам, все по времени. И если зайдет глухонемой без сурдопереводчика или там без помощи, чьей-то там детей тех же самых, это продлевается на очень многое время. И, соответственно, уже прием врача продлевается, и он отстает. Для сопровождения слабослышащих и глухих привлекают медицинских сестер. Они помогают сориентироваться в поликлинике. Вызов в регистратуру дублируется на экране. Кроме того, помогают и такие средства усиления звука. Если пациент слабослышащий, оператор включает дополнительный микрофон для того, чтобы пациент слабослышащий настроил свой аппарат, и они друг друга слышат более лучше. Если, допустим, что-то все-таки не получается по слышимости, то есть идет уже общение через лист, так скажем, с ручкой. Любыми способами, конечно, то есть пытаемся как можно скорее понять, что пациент хочет. Нужно его, правильно его проинформировать, направить куда нужно. Региональное министерство здравоохранения дало республиканским медучреждениям дополнительные рекомендации по обслуживанию и лечению слабослышащих. Среди таких, например, возможность внеочередного приема инвалидов по слуху с привлечением сурдопереводчика. Республиканские больницы и поликлиники уже взяли в работу новые указания. Александра Головина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.